Маждуалса Хамсернокоси. Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Мои дорогие, я сегодня решила с вами все-таки выйти на связь. 21 февраля у мамы уже прошла 39-я ночь. И вы знаете, друзья, я вам всем безмерно благодарна. Хочу сначала сказать огромное вам спасибо за ваши соболезнования, за ваши приятные слова, за ваше общение со мной, общение на канале, общение в личке. Огромное количество людей со мной общаются в личке. Есть люди, которые просто пишут одно сообщение, поддерживают меня. Есть люди, которые, конечно, со мной общаются. Есть мои подруги, мои близкие подруги, можно даже сказать, что сестры. Я им безмерно благодарна. Я желаю всем, у кого есть мамы, чтобы ваши мамы были живы и здоровы и прожили как можно дольше с вами, радовали вас своим участием, своим присутствием, и чтобы они были в здравии. Это самое главное. Вы знаете, я уже снимаю, наверное, 10-й дубль, и не знаю, как правильно все это сказать и начать, но и проплакала, и все на себе дала слово, что я больше не буду плакать, не буду снимать ролик плача. Я переборола это в себе. И последние дни, друзья, я думала, стоит ли мне начать или не стоит. Но в какой-то момент я все-таки поняла, что я хочу с вами общаться, я хочу с вами делиться тем, что я делаю, как у меня все, что происходит. И все это я понимаю просто даже из ваших комментариев, из ваших сообщений мне в личку. Не буду сейчас говорить все сообщения, комментарии, их очень много. Но сегодня, вы знаете, вчера, когда я ложилась, я еще думала, уже проходит февраль. Я как-то буквально, наверное, дней 10 тому назад меня спрашивала одна моя подписчица, наша местная девчонка, что мне были очень интересны ваши ролики, ваши влоги, будете ли вы снимать. Я ей обещала, если я буду, то я начну, наверное, в марте. И вчера ложилась и думаю, да, завтра уже март, сегодня 29 февраля, месяц закончился. Надо ли мне, буду ли я снимать? И вы все знаете, что когда я долго не снимаю, а это последнее время происходит, я не могу начать сначала. Бывает очень сложно. Да и любой блогер, по-моему, то же самое. Не снимая какое-то, большое время, если не снимать, то как будто бы ты начинаешь заново. Поэтому я сегодня просто хочу с вами поговорить, а потом уже, наверное, если у меня получится, то все-таки начну продолжать. Немножко будет сложновато, потому что начинается месяц, священный месяц Рамадан, надо держать и пост, и все-таки и работать мне надо. В работу как-то я начала работать, но не так, не в полную силу, можно сказать. Да и по большому счету не очень-то хочу в полную силу и работать. Не знаю, посмотрим, как получится. По крайней мере, меня уже тозило месяца 2, как бы от готовой продукции освободила. Более-менее я делаю такие выборочные заказы, которые делаю только, это моим постоянным клиенткам и кто живет поблизости ко мне. Поэтому вот немножко рассмотрела свою жизнь, действительно, после случившегося. Первые 3 недели мне было очень сложно, я так коротко расскажу. Была даже депрессия у меня, но меня из депрессии вывели именно вы, мои подписчики, которые выходили со мной в личку. Огромное-огромное вам спасибо. Именно мои подруги, да и просто те люди, которые только 1-2 сообщения мне присылали, но они настолько это все разложили по полочкам, хоть я человек и не молодой, но я немножко потерялась. Мне, не буду говорить, что происходило. Это немного сложновато для меня. Мне оказалось, что я не готова к этому. Хоть вроде бы, да, вот когда ты знаешь, что у тебя уже пожилой родитель, что ему за 90, уже 90, что к этому вроде бы ты должен был готов быть. Не знаю, у всех ли это, но я, оказывается, не была к этому готова, мне было очень сложно. Но я преодолела это, друзья, преодолела с помощью Всевышнего и с помощью вас, просто правильно сказав мне эти слова. Что действительно, и вы знаете, смотря какие-то алимов именно в Ютубе,
как будто бы вот все это, даже не как будто, это не должно быть, не как будто, а да, Всевышний тебе именно и людей, и ролик какой-то, и что-то всегда Всевышний тебе, даже в тот момент, когда тебе нужно, преподносит это. И был какой-то ролик, который после этого я вообще переосмыслила все и перестала, действительно перестала обо всем этом думать, поняла это, приняла это, пересмотрела это, что уныние – это грех, что унывать нельзя, что нужно продолжать жить дальше и, конечно, помнить своих родных, помнить своих близких. Но это очень сложно, и тем, кому это предстоит, это будет очень сложно, но все равно к этому не подготовишься, но нужно это преодолеть. Поэтому, друзья, огромное вам еще раз спасибо. Я это, мне кажется, преодолела. Может быть, не на все 100, но преодолела. Еще раз повторюсь, сложно, это не просто сказать, что сложно. Это мои девочки знают, которые со мной общаются в личку. Но еще раз всем вам спасибо. И спасибо всем, кто подписывается. Вы знаете, канал мой продвигается не благодаря вам всем. Очень много новых подписчиков. И добро пожаловать на мой канал. Я надеюсь, вам будет со мной интересно. Я надеюсь, у нас будет уже, может быть, что-то новое. Пока у меня нет никаких планов, у меня не получается ничего спланировать, у меня не получается ничего сделать, потому что еще мысли просто путаются, что, как, зачем. Но сегодня я все-таки решила снять этот ролик, решила выйти, и мои девочки меня поддержали, девочки, я имею в виду подписчицы, из моей группы, мои подружки, мои сестры, ну и мои родные тоже. И сама я поняла, что да, это мне нужно. Действительно, вчера я еще была как-то в смятении, начинать или начинать. А сегодня, встав, первое, что обычно я молюсь, утренний намаз делаю, потом ложусь еще немножко, часок посплю, и потом только встаю. И вот после этой процедуры я открыла сегодня WhatsApp, и первое сообщение было от неизвестного, ну, незарегистрированное, значит. Ну, обычно у меня, вот последнее время, обычно только заказы, да, заказы, и как-то я про YouTube и не думала, хотя из YouTube очень много пишут незнакомые. Я открыла сообщение, и сейчас я попрошу Ибрагима после этих моих слов, наверное, вставить вам это сообщение. И вы знаете, все-таки действительно после этого сообщения я решила, да, я буду снимать, насколько это у меня получится. И действительно всем я вам очень благодарна. Дело в том, что очень много подписчиков именно последний месяц, я посмотрела в творческой студии, больше 5000 человек пришло за месяц. Комментариев очень много. Конечно, первое время я не читала, не до этого было. А потом все-таки я ничем не занималась, я не работала, времени было много. Нет-нет, да я заходила в творческую студию и отвечала некоторым своим подписчикам. Благодаря ролику, который был снят в 2022 году, YouTube его как-то прорекомендовал, видимо. Он пошел у меня в рекомендуемые, оттуда пошли подписчики, комментарии. И вы знаете, в этом ролике столько комментариев и столько противоречивых, но все-таки хороших намного больше. Но есть, которые и не очень-то хорошие. Но в основном меня как бы осуждают за то, что я слишком много разговариваю, как они пишут, я слишком много болтаю. Но дело в том, что люди, наверное, просто когда они что-то ищут, они же заходят, у меня там идет, по-моему, лепешки с творогом. Люди ищут лепешки с творогом или что-то с творогом снятое, вот ролик выскочил, они смотрят. Дело в том, что у меня не кулинарный ролик, я быстро что-то не показываю, а разговариваю, общаюсь.
И многие даже пишут, по-моему, вчера пришел комментарий, вам, наверное, не хватало общения. В принципе, я и открыла свой канал для общения с вами. Ну вот, как-то так. И с сегодняшнего дня, с помощью Всевышнего, я надеюсь, мы начнем с вами снова общаться. И напишите, мешает ли вам моя болтовня. Снимать, наверное, мне надо будет все-таки переосмысливать это все, снимать короткие ролики. Ну, как получится, но я не умею их снимать коротко. Мне просто, даже вы знаете, друзья, я смотрю очень много таких вот похожих, ну, как похожих, не похожих, а семейных каналов. Не буду сейчас их называть, которых тоже, да, вот они поставили камеру и снимают. И вроде бы и рецепт снимают, и общаются, и 40 минут, и 50 минут. Но, конечно, у меня тоже нет столько времени посмотреть этот ролик, но я обычно его как делаю? Делаю там лепку или делаю что-то, я ставлю тот же телефон и леплю себе вареники, пельмени. Иногда даже мою посуду ставлю на шкаф в телефон и мою посуду даже слушаю. Больше слушаю, чем смотрю. Вот как-то так. А у кого есть время, кто не работает, кто, в принципе, смотрит больше и пенсионеры, наверное, они могут и так посмотреть, да. Но я все-таки буду стараться, конечно, делать и короткие ролики, и, если получится, и короткие, как получится, и длинные. Буду с вами выходить на связь. Я по вашим комментариям и сообщениям поняла, что все-таки вы хотите со мной общаться, вы хотите меня видеть. Даже сегодня были комментарии, что будете ли вы больше снимать. Нам так хочется вас видеть. Под разными роликами приходят такие комментарии. Поэтому я все-таки решила выйти с вами на связь. Надеюсь, она у нас будет плодотворная. Надеюсь, она будет у нас продолжительная, что я вам не надоем, что у меня на канале будет вам интересно. Поэтому с сегодняшнего дня, сегодня выпустим такой ролик, а завтра уже, если даст Всевышний, значит, будет что-то, что уже буду делать я завтра. А сегодня, друзья, я начала с того, что съездила сначала в больницу, сдала анализы, кровные анализы. Хотела пойти к врачу, конечно, но врач мой работает только в субботу. Поэтому я пошла в другую клинику, просто сдала анализы. Даже в другую клинику не хотела, хотела свою, но из-за того, что моя старшая дочь хотела приехать туда, ей нужно было в ту клинику. Ну, думаю, ладно, там же сдала кровь, чтобы не ездить в другую, без разницы, куда анализы сдавать, да. Поэтому в субботу я уже пойду на прием к врачу. Потихонечку прихожу, как я вам сказала, ну, более-менее нормальное состояние. Начну работать. По здоровью у меня, в принципе, так ничего так меня не тревожит, просто была очень сильная депрессия, я на этой депрессии поправилась, и скачет давление. Но сейчас я сегодня поехала из-за того, что я уже 3 курса лечения пропустила, как всегда. Мне нужно принимать лечение полгода 1 раз хотя бы, поэтому настояли мои подруги и мои сыновья, и с сегодняшнего дня я уже начала, просто даже чтобы подготовиться к месяцу Рамадан. Скоро уже осталось совсем мало до священного месяца Рамадан. Нужно держать пост, и до этого времени нужно принять лечение, чтобы действительно мой организм был к этому готов. Поэтому вот так вот, друзья, больше не буду вас затягивать. Надеюсь, мы с вами будем еще долго. И даже не знаю, что еще сказать. Надеюсь, вы напишите в комментариях, что бы вы хотели, как бы нам вести дальше нашу работу, наше общение, как бы вам хотелось видеть мой канал, продолжать ли мне в том же русле или что-то другое. Но пока я вам не обещаю, что я могу так как бы кардинально изменить свой канал, потому что, да, пока я хочу еще работать, я хочу заниматься своей именно работой по готовке, пока есть силы, и мне интересно. А потом, не знаю, может быть, просто мы и будем вести свой канал, просто если я заброшу работу. Но готовую продукцию я постараюсь даже, уже стараюсь месяца 3 даже, делаю ее меньше, делаю полуфабрикаты, готовую продукцию Танзила делает в большинстве случаев. Я только вот некоторые, как я сказала уже.
или, может быть, не говорила в этом ролике, потому что дубль 10 или 11, я не знаю, я снимаю. Вот как-то так. Только сегодня договорилась с одной своей клиенткой, которая постоянные клиентки, которых постоянно я в месяц Рамадан делаю для ее мужа, готовлю для ее мужа еду. Они живут за границей, он приезжает именно в месяц Рамадан домой, и в этот месяц я ему делаю еду и доставляю ее. Вот она уже договорилась, что у нас будет первое, потому что как бы делится на 4 раза, 4 недели, и вот как-то так, на 4 раза мне надо будет готовить. Мы сегодня согласовали, что уже будет, ей тоже нужны и полуфабрикаты, поэтому уже нужно начинать потихонечку делать полуфабрикаты, потому что заказы идут и на месяц Рамадан, и на Уразу Байрам уже идут заказы. Но готовую продукцию я взяла только у одного человека, это моя тоже постоянная клиентка, именно на праздник Ураза Байрам я не буду, наверное, больше никому готовить, кроме нее. Полуфабрикаты сделаю, но готовую продукцию нет, потому что в прошлом году мне было очень сложно, поэтому я решила не усложнять, а работать по мере своей как я могу, не переутруждаться. Уйдут клиенты, уйдут, делать нечего, потому что мы с Танзила все время: мама, наши клиенты уйдут, если ты не будешь работать. Это было раньше. Сейчас я все это пересмотрела. Если уйдут, уйдут. Что теперь делать? Значит, не судьба. Вот. Буду работать как могу, как мне позволяет мое здоровье, как позволяет мое состояние. Работать тоже мне не хотелось. На работу меня просто взбудоражила моя дочь Танзила. Каждый день меня ругала. Вот таким образом, благодаря всем вам, я вышла из депрессии, я начала снова жить. Что поделать? Кто жив, ему надо жить, продолжать свою жизнь и помнить о своих родных, которые от нас ушли. По-любому мы их упоминаем в 5-кратной молитве в день, не говоря уже об остальных молитвах, которые в течение дня мы можем проговорить. Поэтому вот так вот. Ну вот на этом я свой влог сегодняшний закончу, свой ролик закончу, друзья. Желаю вам и вашим близким, всем вам родным, вашим родным здоровья, еще раз здоровья, мира и благоденствия. И огромное вам спасибо. Всех благ вам. Мяш дахалчы.